Олег Григорович, дякую вялікі за гэтую магчымасць. Пачаць я хацела з пытання такога, згадаўшы кнігу, якую «Радыё Свабода» 3 гады таму выдала, это «Жыццё пасля раку», гісторыі 22 людзей, якія перамаглі анкалагічны дыягназ, якія жывуць па 10, 20 і 30 гадоў пасля анкалагічнага дыягназу, і жыццём нейкі новы сэнс у іх з'яўляецца пасля гэтага. Скажыце, у вашай медычнай практыцы ці было шмат таких выпадков, когда люди 20, 30, 40 годов после раку жили? Ну, я вам должен сказать, что такое ложное впечатление у населения, что после онкологии, значит, уже жизни нет. Это не редкий случай. Приблизительно 70% вот люди, которые лечатся, они живут достаточно долго. И многие из них заканчивают свой жизненный путь не от рака, от других болезней, там, болезней сердца или еще что-то там, какие-то инсульты. А от рака достаточно долго живут люди, и ведь онкология сделала тоже значительные шаги за последние годы. Поэтому таких людей много. И целое направление, вот я эту книжку знаком с этой книжкой, вот, и вы мне ее дарили, поскольку именно сейчас вообще лечение онкологических больных. Раньше это были какие-то калечащие методы, разгромные операции. Человек оставался инвалидом. Все, что мы делаем, мы направляем на то, чтобы человек не был инвалидом. Сейчас тенденция такова, чтобы он работал, чтобы он нормальным человеком стал после. Ну, конечно, соблюдая определенные уже другие стандарты жизни. Что я имею в виду? Например, он там курил. Но мы, конечно, работаем с ним, чтобы бросить курить, там, чтобы не переедал, занимался спортом. Ну, то есть онкология на сегодняшний день – это временные сложности. В основной массе народа временные сложности. Сколько годов после рака вот так вы видите людей максимально? Да, я знаю людей, которые живут и 30 лет, и 40. Я вот, когда рыхтовали мы этой истории, когда гутарили с людьми, сама, ну, про себе эта книга прошла, и я так вот подумала, что калі раптам ніхто не застрахаваны, я атрымаю гэты дыягназ, мне не будзе так страшна. Потому что я ведаю, што многія людзі праз гэта прайшлі, яны нават удасканаліліся, нават яны часам некаторыя кажуць, дзякуем за гэты дыягназ, бо мы пабачылі сэнс жыцця як бы зусім інакш. А вы самі калі-небудзь думалі пра тое, ну, калі раптам такі дыягназ вам, вашей семье, вашим близким людям? Ну, я в своей семье, у меня достаточно много было трагедий. Лично в моей семье у меня, не буду скрывать, жена умерла от раковой болезни, вот, и сестра, поэтому я прошел сам через это и знаю все это, как изнутри все происходит. Ну, вообще должен сказать, ведь на сегодняшний день уже за рубежом, например, в Соединенных Штатах, они говорят, что это уже не болезнь, это переход в другое состояние человека. Почему? Потому что генетически мы все несем, каждый человек генетически, так задумано природой, вероятнее всего, а может еще кем-то, мы этого не знаем, мы все несем в себе, в нашей генетической информации, в нашем геноме, заложена информация о развитии раковой болезни. Это доказано у каждого человека, и практически каждый человек, в общем-то, ну, в принципе, когда-то заболеет раком, когда-то, без исключения каждый человек. Вот поэтому это может быть даже и не болезнь, а другое состояние человека. И мы вообще-то говорим сейчас, там, ну как бы, вот если у нас это заложено на генетическом уровне, можем ли мы говорить там о выздоровлении от рака? Мы не можем вообще говорить, что там кто-то, речь идет о продлении жизни. Вот на те годы, которые вы сказали, там, на 30, 40, 50 лет и так далее. Мы считаем, что этот человек выздоровел. Но мы продляем жизнь на такие вот достаточно большие сроки. Поэтому, таким образом, эта болезнь, она как бы на сегодняшний день номер один. Все исследования номер один. Все болезни, которые там сердечные и прочее, они уже второстепенные болезни. Номер один. Все передовое. В белорусской медицине это так само? Все передовое, что есть в мире, я имею в виду в научном исследовании, то это в области рака. Поскольку, вот, чтобы, ну, мы говорим, что понять происхождение рака, почему раковая клетка
размножается безудержно, она бессмертна. И когда мы поймем, почему бессмертна раковая клетка, тогда мы тоже будем бессмертными, понимаете? Поэтому все исследования, основные на сегодняшний день средства вкладываются вот именно в эти исследования на молекулярно-генетическом уровне. Можно сказать, что можно не такую формулировку «житье после раку», можно сказать «житье с раком». Все наверное. Так это касается каждого человека. И поэтому к этому надо спокойно относиться. Вот так задумано природой. Мы ничего не можем с этим сделать. Поэтому... Я читала, что зараз у навуковым асяроддзі абмяркоўваецца магчымасць нават перамінавання некаторыя тыпы раку, якія вельмі павольна развіваюцца, якія добра лекуюцца, не называць іх уже онкалагічнымі хваробамі, крыху іншую, напэўна, формулу. Я можа, як дылетантка кажу у дадзеным выпадку, каб не траўмаваць людзей. Вот як вы, ці ведаеце вы про гэта, як вы до гэтага ставитесь? Ну, я считаю, что вообще надо относиться людям более спокойно к этой болезни. То есть это не, во-первых, это не фатальность в наше время. Это, какое-то, я же сказал, что это временное неудобство. Если рак выявляется на ранних стадиях, а сейчас это примерно 60%, я говорю о нашей стране, 60%. От 60, некоторые до 70% на ранней стадии. Мы говорим, что это полное излечение от рака. То есть небольшая операция там, или какая-то еще, даже не операция, а манипуляция какая-то. И человек выздоравливает и продолжает жить нормальной жизнью. Поэтому тут вовремя надо обследоваться. С 50 лет начиная. Давайте одразу про гэта. Ваша парада як онколога, які 34 гады, калі я не помиляюся, вы уже працуеце з 84-го года. У гэтым цэнтры, падаецца, прайшлі все прыступкі ад малодшага навуковага супрацоўніка. Все какие только есть должности я прошел. Вы прайшлі, і вы, я наколькі ведаю, рабілі унікальную операцию упершыню ў Беларусі якраз в онкоурологии. Так. А оперуеце цяпер можете як дырэктар? Сейчас реже, поскольку, в операционной бываю, но не столько, сколько хотелось, поскольку в основном я сейчас последние 7 лет занимаюсь, особенно последние 5 лет, хозяйственной деятельностью больше, строительством. Я уже больше строительствовал, чем, в общем-то, развитие центра требуется, и государство, в общем-то, на развитие нашего центра средств дает достаточно, я бы сказал. Это мы не страдаем от того, что мы потому что за последнее время у нас очень большое развитие. Важно, какие новые за последние 5 лет я бы сказал, что мы ввели в строй большой на всю страну позитронно-эмиссионный центр. Это такой современнейший метод диагностики рака на ранних стадиях, который позволяет не только диагностировать, но и контролировать лечение. То есть совершенно другой уровень лечения. Мы увели на сегодня молекулярно-генетическую лабораторию. Это большое здание, 6-этажное, там вообще-то 8 этажей, и 2 этажа там технической аппаратуры, 8-этажная. Как наш основной хирургический корпус, так и это. 6 подразделений исследования рака. Это основа нашего центра на сегодня, вокруг которого все у нас строится, современное лечение. И те научные исследования, которые мы проводим, это именно молекулярно-генетическая лаборатория. Мы увели прекрасную поликлинику, которая тоже оснащена современным оборудованием. Там есть у нас отделение, амбулаторной хирургии, там амбулаторная химиотерапия, там отделение УЗИ, эндоскопия, рентгеновское отделение, и прием. Сейчас там мы отлаживаем работу, ее работает 2 смены с 8 до 8. Мы капитальный ремонт, уже несколько корпусов осуществили за это время, просто капитальные старые корпуса. Мы их переделали, уже не совершенно новые. Лор-корпус, урологический корпус, гинекологический корпус, маммологический. То есть вообще у нас 30 зданий и сооружений на 30 гектарах располагаемся. За день может принять ваш центр амбулаторно и стационарно? В среднем у нас амбулаторно приходит в среднем 800 пациентов. Каждый день? Каждый день, да. Но бывают дни больше, бывает меньше. В поликлинику? В поликлинику. Например, в понедельник у нас. Мы с этим работаем на сегодняшний день, чтобы равномерно распределить. Это больше 1000 в понедельник. А уже во вторник будет 1000,
в среду будет там 800. А яка колькость лекаров вот на такую колькость пациентов? У нас 2000 работающих, и врачей у нас более 500 человек. Из них, значит, около 100 кандидатов наук, около 30 докторов, профессоров наук. То есть у нас потенциал такой достаточно хороший. А стационар сколько может принять? Стационар на 800 коек. На 800 коек. Но мы несколько меняем подход. Сейчас упор делаем на амбулаторное лечение. Вот я не зря сказал, амбулаторная хирургия, амбулаторная, значит, химиотерапия. И мы приступаем, вот буквально сегодня мы уже там вскрыли конверты по выбору подрядчика, выделены средства, начинаем строить большую гостиницу. Ну и при гостинице, значит, там будет кафе, ресторан такой достаточно большой. Как не в палате просто человека, коли хочет... Если человек хочет именно вот радиология, химиотерапию, те иностранные гости, которые приезжают к нам лечиться, обследоваться, они будут находиться в этой гостинице. Это жизненно необходимо, поэтому вот буквально 1,5 года мы должны ее возвести. Чтобы именно стационар, мы переходим на те же технологии, что и за рубежом. Значит, сегодня больной поступает, максимум завтра ему выполняется операция, и через там 3-4-5 дней он должен выписаться. Это большое имеет значение. То есть такое вот. И количество коек, мы наоборот будем количество коек сокращать нам не нужно, а просто интенсифицируем методы работы. То есть один из героев этой книги, 4 года тому, когда с ним размовляли, рассказывал, что вот пэт-центр тогда еще не было, и ездил, подається в Москву. Пэт-центр робив анализы, теперь пэт-центр есть. І от коли б у вас була можливість мати, ну, не то, що не обмежований бюджет, ну, але максимально можливий бюджет, який ви могли б мати, що б ви ще зробили, чого у вас нема, у першу чергу? Ну, я еще раз говорю, что мы не обделены вниманием государства. И у нас, ну, я еще раз говорю, что за последнее время у нас оборудование, ну, мы вот сейчас, вот мы ввели вот новый тоже центр для лучевой терапии. То есть новый линейный ускоритель, причем последнего поколения. И вот через неделю гамма-нож. Гамма-нож будет у нас уже? Вот гамма-нож у нас поставлен. Ага, вот, и мы его отлаживаем. Ну так это революция абсолютно в лечении. Но это именно для лечения болезней опухолей головного мозга. Поэтому мы как бы средства мы получаем, мы их достаточно стараемся рачительно использовать, чтобы выбрать те направления, которые нужны на сегодняшний день. У нас вот есть канцер-регистр, вот эта вот книжечка, вот там это статистика онкологических заболеваний. Все, что мы развиваемся, это в зависимости от того, это у нас вот канцер-регистр первый в бывшем Советском Союзе у нас организован. То есть мы имеем возможность каждый год проследить уже на протяжении 50 лет, сколько у нас было раковых больных, какие, какой возраст, прочее, и и прогнозируем, что будет вперед, в зависимости, вот поэтому мы развиваем. За 10 годов, як змінилися онкологічні захворювання в Беларуси, и что на это впливает? Ну, как и во всем мире, у нас и рост онкологических болезней, рост, причем рост существенный, это общемировая тенденция. Но в основном это связано с, вот как мы одной рукой продляем жизнь. Люди у нас стали жить долго, да? И у нас, в том числе в Беларуси, тоже достаточно уже. А за рубежом там и 80, и 90 лет. Ну а вторая оборотная сторона медали продления жизни человека – это развитие онкологических болезней. Их количество возрастает пропорционально увеличению средней продолжительности жизни. И полепшению диагностики. И улучшается диагностика. И соответствующим образом рост онкологических больных. Потому что диагностика, не сравнишь, как я начинал работать в 80-е годы. И сейчас я никогда даже не думал, что такой уровень будет развития медицины во всем мире. И в частности в нашем центре и в нашей стране. Поэтому это такая вот тенденция. Ну и знаете, что внешне... по типу рака, як они изменились? По типу рака у нас, например, у мужчин был на первом месте рак легкого. Но, значит, его, так сказать, больше всего рака легкого. На сегодня рак легкого перешел на 2-е место. И 1-е место у мужчин – это рак предстательной железы.
занимает. Это колоссальный рост. Опять же, вы правильно сказали, связано с тем, что мы его начали диагностировать на ранних стадиях. Мы уже большую работу провели по всей стране, то есть раннее выявление, так называемый скрининг. Уже каждый мужчина после 50 лет знает, что он идет сдавать обычные анализы в поликлинику и знает, что надо сдать кровь на ПСА, простат-специфический антиген. Это маркер, который характеризует, что у человека непорядок, если он увеличен. И тогда уже углубленное обследование. И поэтому мы большую работу провели, и поэтому мы выявляем на сегодняшний день у нас единичные больные с 4-й стадии рака предстательной железы. Единичные. Например, в нашей Минской области есть там регионы, где вообще 3-4 стадия не выявляется. Если 3-я стадия, то она все равно операбельная. Это с тем, что... Ну а число больных 50 тысяч будет расти. Никуда не денешься, мы это прогнозируем. Ну а у женщин на первом месте как был, так и остается рак молочной железы. К сожалению, эта проблема около 5 тысяч выявляется женщин ежегодно, новых женщин, которые болеют раком молочной железы. А на 3-м месте вы сказали первое. Значит, у мужчин и у женщин последующие места занимают это колоректальный рак. Раньше был рак желудка на 2-м месте. Сейчас, легкий рак легкого перешел, а у женщин, колоректальный рак на 2-м месте, рак кишечника. Знаете? И потом уже идут допустим, рак яичников и так далее. И у женщин. С чем это может быть связано? Это с некими звычками? Нет, просто рак легкого, потому что он несколько у нас неплохо была работа поставлена по выявлению рака легкого, по борьбе с курением и прочее. Это имело какую тенденцию, что он уменьшился у мужчин. Но я бы сказал, что это не намного. Просто больше стали выявлять рака предстательной железы у мужчин. А колоректальный рак, это, конечно, это питание. Это на 3-м месте у мужчин и женщин колоректальный рак. Это, в общем-то, образ жизни и образ питания. Мы связываем с этим. Генно-модифицированные продукты и все остальное, что связано. Антибиотики у животных, которые искусственно выращиваются. Куры и все остальное. Вы знаете, что без этого инфекции будут. Поэтому большие дозы антибиотиков. Кстати, должен сказать, что Соединенные Штаты, там у них количество антибиотиков узаконено, например, на птицефабриках там в 100 раз содержание антибиотиков в мясе кур, к примеру, или индеек увеличилось, чтобы не было инфекций там. Поэтому это по всему миру распространяется, ничего не сделаешь. А если сказать по регионах Беларуси, то за всех этих годы есть такие тенденции? То я должен сказать, что наибольшее количество случаев рака это в городе Минске. И что удивительно, в самой чистой нашей области, Витебской. Это вы оттуда как раз? Я как раз родом оттуда, но парадоксально, и мы не можем понять. Когда-то думали, что там Новополоцк, там химия такая, в Орше ничего нету там, или допустим, откуда я сам родом, там Городокский район Витебской области, там наиболее чистые районы, там ничего нету. Там количество жителей уменьшается больше, чем в других регионах нашей страны, но количество рака там больше, чем на той же Гомельщине или Брестщине, там, где оказывается, там, где регионы подвержены Чернобыльской катастрофе. С чем вы связываете с этим отказом? Мы не можем ответить на этот вопрос, поскольку это просто непонятно. Ясно, что Минск, город, тут образ жизни такой неспокойный более, но то в спокойных районах, и почему количество раков, это может быть с какими-то там геологическими процессами, может там, говорят, что там какой-то там гряда какая-то, разлом на Витебщине проходит, и может влияние там магнитных, но это не доказано. Это просто не так. Мы фиксируем факты, но доказать пока мы не можем это доказать, с чем связано. Скажите, а який тепер найвялікший виклик, вызов стоїть перед білоруською онкологією? Чим ви бачите основную проблему, накерунок діяння? Вот самое главное, мы на сегодняшний день, как и во всем мире, самое главное, над чем мы работаем ежедневно, это лечение рака, в общем-то, эффективно в 1-й и 2-й стадии.
Вот это наиболее хорошие результаты. Небольшие средства туда вкладываются, маленькие операции, в основном лапароскопические. То есть там никаких больших разрезов нету. Мы тратим все основные деньги, как и не только мы, а вообще в мире, тратим на лечение рака 3-4 стадии. Ну, 4-я стадия, там вообще продление жизни, год 3, максимум 3. 3-я стадия, там 50 на 50. За 5 лет погибает, к сожалению, 50% больных. И мы туда все деньги тратим. Знаете, какое нерациональное использование средств у нас. Основное сейчас стоит вопрос, вот, ну, самое главное, это раннее выявление рака. А раннее выявление рака или скрининг, это идет трудно во всех странах мира. Казалось бы, что это наиболее должно быть просто, это трудно, потому что это, ну, сложно упорядочить систему. Значит, во-первых, это нужно оснастить первичное звено и научить несколько по-другому мыслить общелечебную сеть. Звычайную поликлинику или, допустим, того же врача, который впервые сталкивается с больным. В принципе, он должен знать, вот что в этом возрасте для этого человека наиболее часто надо, ну, делать. Ну, к примеру, ведь методы выявления рака, ну, возьмем пример, допустим, рак легкого. Рак легкого, чтобы выявить в ранней стадии, это надо сделать компьютерную томографию. Не флюорографию. Я еще раз подчеркну. Флюорография, я вот, например, забыл, что такое метод. У нас в центре уже давно флюорографа нет, мы его там отдали, демонтировали. Он, наверное, имеет значение для выявления туберкулеза. Но для выявления рака никакого значения флюорография не имеет. И рентгенография не имеет значения, понимаете? Только компьютерная томография. Тогда можно выявить на ранней стадии. Понимаете, у нас поликлиники оснащены флюорографами, рентгеновскими установками. Вот человек приходит, жалуется, там у него кашель, там бронхит не проходит. Что делает терапевт? Терапевт, как правило, отправляет, ну, в лучшем случае, на рентгенографию. Мы это вот разбираем, я вот выезжаю прямо в районы с этими, вот, там патологоанатомические такие конференции по мотивам вот, запущенного рака проводим, начинаем расследование. Как же все получилось? Все банально просто. Терапевт смотрит, лечат, там, полгода лечат, ничего не проходит. И только тогда назначают компьютерную томографию. А вообще надо было начинать с компьютерной томографии. И тогда мы сразу уже вот, эти полгода не потеряли. И так во всех, к сожалению, локализациях. То есть это там тот же рак предстательной железы. Но сейчас мы начали его уже так более-менее знают. Поступает там мужчина с дизурией, учащенное там мочеиспускание. Но теперь уже все знают, что надо сделать, допустим, ПСА. И там не банальный цистит, к примеру, там рак предстательной железы и так далее и тому подобное. То есть потихонечку мы вот этим вот ранним выявлением рака мы меняем вообще все первичное звено. Представляете, что такое? Оснастить надо соответствующей аппаратурой, обучить людей. А по кусочку, маленькому кусочку, там же небольшой кусочек на исследование. Мы же не знаем, это рак или не рак. Это надо взять кусочек на исследование, например, после маммографии рака молочной железы. Морфолог должен быть подготовленный. Потому что не каждый морфолог по маленькому кусочку, там, допустим, поставит диагноз рака молочной железы, он будет колебаться. Это огромная работа. И во всех странах мира это сложно переходить. Это дорогостоящее, и мы там как столкнулись. Но как выявить колоректальный рак? Колоректальный рак никак не выявишь, не сделав колоноскопию. А колоноскопию, чтобы сделать, надо подготовиться. Это надо подготовиться, начистить кишечник, причем колоноскопию под наркозом. Даже вот организовав такие вот кабинеты, где дают наркоз, это же не так просто. Там должен быть анестезиолог, там на всякий случай должен быть подведен, значит, соответствующие газы, вдруг там что-то у человека, какая-то аллергическая реакция или какой-то шок случится. Вот этим вот мы и занимаемся на сегодняшний день. Медленно, верно, но упорно. Упорно вот по всей стране. Створені, винайшли білоруські онкомаркери, уже наші власні витворчості, наскільки я вижу. Ну, белорусские онкомаркеры тоже мы работаем над этим. Из онкомаркеров, конечно, сейчас маркеров уже там 1000 выявлены, но их эффективность небольшая. К примеру, там есть уже онкомаркеры, допустим, на рак яичников,
на кишечник, есть онкомаркеры на поджелудочную железу, там на легкое, но их эффективность небольшая. Приблизительно 20% мы попадаем в точку, 80% мимо. Один онкомаркер – это рак предстательной железы, где эффективность более 60%, под 70%. Вот над этим тоже мы вот активно работаем. Не только мы, а работаем, весь мир работает, чтобы найти те маркеры, которые по анализу крови определить. Вы сказали про радиодиагностику с пункту гледжання організації медичних служб. Ну, що ви конечно. мусите зробити? А що мусить зробити звичайний чоловік, який хоче так не бути? Человек, що він обов'язково мусить зробити? Соответствующим образом обследоваться. Уже начиная с 50 лет, к примеру, что надо делать? Мужчина должен сдавать кровь на ПСА, раз в 5-10 лет сделать колоноскопию, чтобы рак кишечника, раз, допустим, хотя бы в 3 года сделать рентгенографию легких, не эту самую компьютерную томографию легких сделать должен раз в 3 года мужчина в обязательном порядке. Женщина, что должна, из того, посмотреть желудок, раз хотя бы в 2-3 года. Это мужчина, что должен сделать. Женщина обязательно маммографию проходить раз в год. Шейку матки, мазки шейки матки то же самое. Тоже сделать колоноскопию, то же самое компьютерную томографию легких. Представляете? Только тогда мы можем не упустить диагноз рака. И это крайне сложно. Крайне сложно это все организовать. Есть специальные, мы на сегодняшний день у себя в центре, все это организовываем для жителей Минской области. И для всех желающих. За плату. А у вас, до речі, замежники есть? Лечатся? У нас, мы вообще, наш центр один из лучших на постсоветском пространстве. Это, несколько центров осталось, те, которые хорошо оснащаются, в том числе и наш центр. На постсоветском пространстве мы высоко котируемся. И у нас приблизительно от 20 до 50 иностранных граждан ежедневно. А откуда изначально? Со всех стран. Больше всего с России, Украины, но вообще со стран СНГ много будет. Бывают и из Польши бывают люди, бывают там и отовсюду, с всего мира попадают. Но из стран СНГ много. Для их оправдания с белорусами? Они же за плату. Значит, у нас же центр организован в 60-е годы. Значит, те здания, новые здания, конечно, мы создаем. Сейчас мы создаем для них. Они требуют особого внимания. Во-первых, воспитываем соответствующим образом обращение медицинского персонала. Это должны быть крайне доброжелательные врачи, сестры и санитарки даже. Мы им создаем условия, мы их вообще за ручку уводим в центре нашем. Значит, палаты должны быть отдельные, причем не те, которые мы раньше создали. Мы сейчас делаем как двухкомнатные квартиры со всеми удобствами для них. И таких уже палат у нас достаточно сделано. Особое питание. Почему мы гостиницу делаем, и мы решили, у нас же централизованное питание, у нас такое соответствующая фирма, и большие больницы готовят и привозят еду. Требуется индивидуальное питание. Специальное питание, хорошее. Если он хочет быть в гостинице, то, пожалуйста, в гостинице его родственники должны быть условия, лучшие условия. Нема старухи такое, что меньше белорусов тогда смогут? Нет, белорусы, у нас никаких проблем с этим нету. Никаких проблем. Мы можем... Вообще я хочу вам сказать, что у нас центр в будущем, как я его вижу, можем вообще всю республику обслуживать. В будущем, когда мы создадим полную инфраструктуру, когда у нас будет хорошая гостиница, когда налажено будет питание, и у нас же ведь 100 операций в день делается, 100 операций в среднем в день, мы можем больше делать, когда работает 2 смены пропорционально, и нам очень выгодно эти иностранные граждане. Мы видим, что востребовано в странах СНГ, тоже куда развиваться нам, какое направление наиболее такое нам надо развивать. И, во-вторых, мы зарабатываем значительные средства. Мы приблизительно уже на сегодняшний день зарабатываем около $100 тысяч в неделю. В месяц там уже около 400 до 500 тысяч долларов. И 60% это нам идет. 40% мы тратим на налоги, а 60% кстати, освобождены указом президента от налога на прибыль.
от налога на прибыль мы когда-то у нас было, мы 60% отдавали, а 40 нам. А сейчас мы отдаем 40%, 60 нам остается. Нам это выгодно. За счет этого мы повышаем заработную плату. Ну и там... А ось у бюджеті, белорусском бюджете на медицину, якую частку займають расходы на онкологию? Ну, вот, чтобы вы сравнивали, допустим, в сравнении, значит, наш центр, вот у нас 22 центра РНПЦ на сегодняшний день, ну, я не помню точно, но около 20, скажем так. Так вот расходы на нас, как на всех остальных вместе взятых. Как на всех остальных вместе взятых. Я хотела ще вас запитатися, як ви міркуєте, які три основні міти про рак існують у білоруському громадстві? От які, то, що люди якби сприймають не так, як є. Ну, колись давно вельми був розповсюджений міт, що рак – це якби вже присуд. Что все, там были выпадки, колись там человеку ставили диагноз, он в поликлинику не ходил ранее. Были, и он да. мог там и самогубство скончить, и не хотел три теперь вот на этом даденном этапе, какие основные миты, от яких ну, варто позбавиться. Ну, я думаю, что настало время, когда этот диагноз, еще раз говорю, это диагноз не приговор. Это ну, временная неудача в жизни. Это первое, к этому надо относиться крайне спокойно. Во-вторых, надо всегда верить, что ты излечишься от этой болезни. Если человек не будет верить, он никогда не вылечится. Даже если маленькая опухоль, ведь психологически это ну, крайне важно. Психология – это оптимизм, психология и желание излечиться. Главное – желание должно быть. И тогда все это преодолевается. Ну а третье – хорошие врачи. Міфи, я питаюся. Міфи? Міфи, так. От, які міфи є у білоруському громадстві щодо онкологічних хвороб? Вот. Ну, я думаю, что мифы потихонечку мы рассеиваем. Мы много выступаем в прессе. Я думаю, что мифов скоро уже не будет у нас. Ну і бувають, ясно, що у громадстві в любым это є, но в Білорусі доволі часто це розповсюджено, в соціальних сетках наракаюсь на медицину, на любую медицину, на сферу онкології наракаюсь, і кажуть, тяжко, як звичайно, ну, це критика гучить, часом ґрунтована, часом ні, є проблеми натуральна, якби ми не ідеальне громадство, не ідеальна медична система. Як ось ви відказуєте на критику, яка така знизу йде? Так она и должна идти критика. Мы реагируем. Есть такое выражение, вот такой Даниэль Дефо был. Письменник такой английский, да, он так сказал фразу, я сейчас вот ее вспомню, значит, он так сказал, нет формулы успеха, но есть формула поражения, пытаться удовлетворить каждого, понимаете, тут как человек настроен, если он будет критически настроен, вот ему там, мы работаем над тем, чтобы вот очереди, вот эти, как бы, ликвидировать полностью очереди, разложить. У нас, вот обратите внимание, электронная система в поликлинике, электронная очередь. Больному есть колл-центр, хороший колл-центр. Мы говорим, что, уважаемый, вы приедете, допустим, во вторник, он там, ему сказали, что у него рак в четверг, на этой неделе, а его, значит, он звонит к нам в центр, в колл-центр, его записывают на вторник или в среду, допустим, на 2 часа. Вы думаете, когда он приедет? Он приедет в понедельник в 8 часов. Ну, кто интересуется своим здоровьем, вот это проблема. Но это мы уже работаем над этим, все-таки мы. Ну, конечно, народ у нас просто не знает, сколько что стоит. Для государства, к примеру, вот мы возьмем тот же вот одно исследование на ПЭТ-центре, это 800 евро для государства. Мы в прошлом году около 3 миллионов только растратили государственных средств на обследование на этом, на одном аппарате. А сколько уже людей после того, как он был усталеван, провели это обследование? Ну, у нас уже там приблизительно, там его мощность, такая самая высокая мощность, 60 пациентов в день. Вот посчитайте. Ну, у нас мы вышли сейчас ну, где-то от 30 до 40 в день у нас проходит. Евро ну вот посчитайте, это только на одно исследование. Потом, значит, мы начали сейчас, мы начали уже деньги считать. Вот сейчас мы внедрили такой метод УЗИ-эндоскопия. УЗИ-эндоскопия, значит, серьезное оборудование, совмещенное эндоскопическое исследование на экран и вместе УЗИ. Одно обследование там
около 350-400 евро. Ну, колоссальные средства государство тратит. Но я опять же сказал, ну, чтобы вот предоставить те условия, какие только возможны при государственном подходе, при государственной медицине, я считаю, что это у нас просто народ не ценит этого, то, что для них делается. Он даже не все ведает. Может быть, и не знает, и не ценит, как это все делается за рубежом. Там, где у нас нет страховой медицины, понимаете, что я считаю, что потихонечку надо вводить, чтобы все-таки народ чувствовал, сколько что стоит. Это стимулировало, кстати, и врачей, страховая медицина, потому что страховые компании требовали качества лечения. Ведь качество лечения мы требуем, больные вот недовольны, не пишут жалобы, а этим должны заниматься страховые компании. Если ты сделал ошибку во время операции, кто ее будет? У нас патологоанатомы, мы на патологоанатомических конференциях, тех хирургов нерадивых, которые там сделали ошибку. Ошибки же тоже бывают. Вот это вот, мне кажется, что это надо потихонечку внедрять в стране. Это мы просто вот через медицину мы вот очень тесно вот сотрудничаем на сегодняшний день, и все должны, с Национальным институтом рака Соединенных Штатов. Мы большую конференцию провели недавно, где они у нас были. Они приехали там соответствующим образом лекции. Когда мы им показываем наш уровень, они, ну, глаза у них вот такие становятся. Ну, почему вы мало себя рекламируете Так во всех странах мира? З американцами, як Мы неплохо. Конечно, Америка. Америка впереди Европы. Даже у нас, я все время говорю, что у нас уровень европейский на сегодняшний день, но это не американский. Америка идет впереди, там колоссальные средства выделяются на научные исследования. Ну, они же совместно, там Англия, Германия раскодировали геном человека. Они сейчас работают над раскодированием генома раковой клетки. Это, во-первых, ну, колоссальные средства выделяются. Там, ну, ни с чем не сравнимо, ни одна страна мира не сравнится с тем, что выделяются деньги в Соединенных Штатах. Поэтому они впереди идет по производству лекарств. Но нам тоже этим надо заниматься, потому что это технологии. Не только там, допустим, лекарства, которые там простейшие, а именно сложные лекарства. Они все тянут за собой. Нам надо этим заниматься. И это... Вы кажете, что американцы вельми высоко оценили той уровень? Нас вот оценили очень высоко. И мы с ними вот запланировали несколько научных исследований по эпидемиологии, по особенностям опухолей. Их интересует, наверное, щитовидная железа, там, потому что это же особенность тех зон. Хотя я сказал, что там уровень на сегодняшний день, когда-то дети, вроде бы было там больший уровень детей, а сейчас это сравнялось. Но их это интересует, и мы им предоставляем, и совместно работаем над этим.